Шум швейных машинок здесь не утихает с утра до вечера. Каждый работник шьет свою отдельную деталь и передает ее по конвейеру. Только за прошлый месяц здесь изготовили более 7000 изделий. Фабрика сельского поселения Аль-Юрт не намерена сбавлять обороты. Сейчас сотрудники работают над очередным заказом. До конца следующей недели нужно изготовить 15 000 костюмов для работников нефтяной компании, после чего швеи приступят к следующему заказу – 9 000 изделий спецодежды. В предприятии трудятся почти 200 человек. Есть здесь и новенькие, как, например, Хава Хутиева. Женщина пришла сюда без каких-либо знаний в швейном деле. Они и не обязательны. Здесь ее обучили всей технике, и теперь Хава Хутиева трудится наравне с коллегами. Надоело сидеть дома. Пришла посмотреть, понравится мне или нет, и в тот же день осталась на работе. И работаю уже 5-й день. И нравится, очень хорошая работа. Условия очень хорошие, коллектив хороший, работать можно. Изготовление одежды – довольно долгий и трудоемкий процесс, который состоит из 3 основных этапов – создание моделей, конструкции и лекал, далее подготовка ткани к раскрою, после чего пошив изделия и его отделка. Все эти правила Разимхан Халмурзиева знает как свои 5 пальцев. Здесь она работает с самого открытия. Швейная фабрика уже стала для женщины вторым домом. Умные машины здесь. Удивительно, что По словам руководства, если сравнивать с прошлым годом, качество производства увеличилось. Заказов более чем достаточно. Иногда даже не успевают принять и вынужденно отказывают. Детская одежда, платья и сложные мужские костюмы. Ассортимент изделий постоянно пополняется. Также множество заказов, связанных с профессиональной формой – врачей, пожарных и других. За один день здесь отшивают как минимум 200 моделей одежды. Все зависит от самих костюмов. Вот на данный момент вот эти костюмы, которые мы шьем от 350 до 400 комплектов в день шьем. Конвейерная работа, поэтому каждый работник делает свою операцию. Там, один работник, например, там рукав, например, шьет. Другие работники этот рукав собирают, потом пятый этот рукав пришивает, там один воротник шьет. Ну, у каждого конвейерная работа получается. У каждого своя операция, и вот все идет по кругу. Швейное предприятие «Ингушетия» запустило производство в декабре 2020 года. Фабрика рассчитана на 1100 рабочих мест. Вопрос нехватки молодых специалистов здесь по-прежнему актуален. Новые сотрудники проходят обучение у высококвалифицированного технолога. Представители швейной фабрики подчеркивают, работа здесь не тяжелая, условия благоприятные, а обучение бесплатное. Есть люди, например, вот, которые неделю назад пришли, есть, которые 2 дня назад уже на конвейере сидят, у нас чуть на машине уже. Все зависит от человека. Вот у нас период обучения, вот буквально, он по-разному, бывает день-два, бывает неделю. Вот. У нас транспорт бесплатный, подвоз практически, можно сказать, со всей республики. День 3-4 перерыва у нас, вот, включая обед. Питание бесплатное тоже обеспечиваем людям. Ну, также социальный пакет, весь социальный пакет, конечно, также оформление официально, все. В планах швейного предприятия расширять производство и дальше, а для этого необходимы новые кадры. Зарекомендовать себя, научиться этому ремеслу и стабильно зарабатывать могут как женщины, так и мужчины. Малика Измайлова, Султан Булгучев, Магаз 24.